Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Давно мы не говорили о геополитике, тем более сейчас есть у нас, в общем-то, прекрасная возможность более конкретно, более глубоко, более профессионально поговорить на эту тему. Сегодня у нас в гостях известный российский эксперт Сергей Маркедонов, который, наверное, является одним из лучших специалистов по постсоветскому пространству. И я его очень давно знаю. 20 лет. 20 лет назад мы, кстати говоря, начали печатать Сергея у себя в газете, перепечатывать его статьи в «Чегемской правде» мы перепечатывали. Ну и почти 20 лет мы друг друга знаем, приятельствуем, дружим. Сергей, добрый день. Добрый день. Сергей, я вот как бы понимаю, что цейтнот, я все-таки начну как бы сразу же с места в карьер. Но последние годы вот у нас в Абхазии, да, во внутриполитической риторике вот тема российско-абхазских отношений, она практически заслонила собой все. То есть у нас уже даже не очень говорят о реформах, о борьбе с коррупцией, да, вот эти вечные обычно темы. У нас, в общем-то, говорят больше о тех вещах, которые касаются России, каких-то соглашений, допустим, о передаче госдачи Пицундах, о принятии закона об апартаментах, о законопроекте об иноагентах, там многое чего, в том числе о разгосударствлении энергетического сектора. И все это, конечно же, очень так болезненно все эти обсуждения проходят, споры и так далее, в том числе с обвинениями. И у меня вот в этой связи, насколько вот для нас это очень болезненно, вот насколько для Москвы важно, чтобы вот эти вопросы, которые здесь так или иначе возникают, были разрешены? Инал, поскольку ты меня читаешь, как ты уже сказал, 20 лет, и не просто читаешь, а перепечатываешь, и мы знакомы, и многое обсуждаем в режиме, так сказать, реального времени, наверное, для тебя эти аргументы не будут открытием. Но многие слушатели, зрители не так внимательно следят за тем, что я пишу и говорю, наверное, им будет интересно. Если ты помнишь, еще в 2008 году, когда Москва признала независимость Абхазии, 26 августа, вот, в принципе, в скорости очередная будет годовщина этой даты, я писал и говорил, что повестка дня в Абхазии будет меняться. Вот та Абхазия, которую мы знали с 90-х годов, даже с конца 80-х, Абхазию, боровшуюся за самоопределение от Грузии, не просто за самоопределение абстрактное вообще, а именно за национальное самоопределение вне грузинского национального проекта. Эта Абхазия будет меняться. Будет уходить старая повестка, будут появляться новые вещи, в том числе связанные с Россией. Потому что старые проблемы, конфликты, в том числе смерти, которые были в период военных действий, да, они станут достоянием истории. Они будут помнить, безусловно. Это будет важным элементом абхазской идентичности, но фактор России, он будет основополагающим. Россия будет играть роль патрона с точки зрения безопасности. Я надеюсь, что слово не обидное, да, я когда говорю о том, что Россия гарант безопасности или патрон с точки зрения безопасности, это не обидно. Многие страны, многие государства и с гораздо большим числом признаний, да, или с членством в ООН такую модель реализуют. Начиная от Грузии и НАТО, и можно другие примеры приводить. Значит, Россия также страна, которая помогает и обеспечивает восстанавливать Абхазию, много сделано за это время, которая обеспечивает и социальный определенный уровень, так или иначе, через пенсии и так далее. И, конечно, здесь возникают определенные вопросы, они не могут не возникать. Вот я сразу хочу призвать всех к такому, знаете, спокойному, объективному пониманию проблемы. Знаю, что в Абхазии очень люди горячие, и те, кто за власть, и те, кто за оппозицию. И здесь есть много таких моментов интересных, я бы сказал, вот для исследователей интересных. Первое, конечно, асимметрия восприятия.
Вот ты же говоришь совершенно справедливо о том, что мы смотрим на Россию, многие вещи у нас на Россию завязаны, это наш союзник, это наш, так сказать, гарант и так далее. И от многого зависит наша жизнь. Конечно же, в России Абхазию воспринимают иначе. Абхазия – это не самый первый вопрос в российской повестке. Даже, я бы сказал, в повестке на Кавказе не самый первый, потому что есть определенные сложности сейчас, там, как ты знаешь, на армянском направлении, есть какая-то немножко на паузу взятая ситуация с Грузией в преддверии парламентских выборов и так далее. Абхазия считается, в общем-то, республикой лояльной. Москва не видит здесь каких-то, может быть, значительных угроз и так далее. И в условиях больших угроз, конфронтации с Западом, которая не прекращается, а наоборот увеличивается, украинский конфликт, безусловно, продолжается. Есть проблемы какой-то внешнеполитической диверсификации, поиска новых партнеров в связи с санкциями и так далее. Конечно, абхазский вопрос не первый, и не второй, и даже не пятый. Это, опять же, не в обиду, это констатация вот, факта. Поэтому, конечно, многие сюжеты, которые в Абхазии происходят, особенно во внутренней повестке, они интересуют прежде всего специалистов. Это либо эксперты, которые занимаются этой темой, либо это дипломаты, которые, соответственно, там, курируют то или иное направление. Вот они и, собственно, вовлечены так или иначе в эти процессы. Вопросы, про которые ты говоришь, связанные с законодательными инициативами и с имущественными проблемами, они носят системный характер. Они в широком смысле про путь Абхазии вот после. Хорошо, ставилась цель. После признания, после, так сказать, подтверждения, пусть ограниченным числом независимости, ставилась цель быть вне грузинского проекта. Она достигнута. Дальше что? И вопрос непростой. То есть вот абхазские элиты стали обладателями довольно важных активов здесь. 225 километров побережья – это такой достаточно важный стратегический фрагмент Черного моря. Черноморский регион он всегда притягивал взгляды людей, так сказать, всех разных. Тут можно уходить в древность, а можно не уходить и ограничиться хотя бы 19 веком. Российская, Османская империя, Британия. Естественно, потом, когда Советский Союз, какая-то вот политическая была гомогенизация, но с его распадом, точнее, опять разные страны стали смотреть на эти участки. И здесь встает вопрос, да, вот мы будем это держать, строить модель такую вот этноцентричную, но это вряд ли возможно, потому что и абхазское общество, оно полиэтнично, да, помимо абхазов армяне есть, русские. Вот как гармонизировать все это? Но есть ведь и окружение, да, Абхазия не в вакууме находится. Если с Грузией вопрос о статусе не решен, да, нет открытого конфликта, но в дипломатическом плане большого продвижения нет. Какой у нас есть формат? Женевские консультации. Все их ругают, с моей точки зрения, определенная полезность в них есть. Ну, во-первых, как Андрей Андреевич Громыко говорил, лучше 10 лет вести переговоры, чем один год войну, да, или один день войны, да, лучше вести переговоры. По крайней мере, опытные дипломаты, в Абхазии дипломаты опытные, несмотря на то, что маленькая республика и статус такой не окончательно решенный. Опытные дипломаты могут за любой раунд консультаций выудить понимание того, что у противоположной стороны есть. Вот. Но в целом полноценного какого-то общения нет с Грузией, экономических контактов. Там что-то можно вспомнить про трансграничную торговлю, но это что-то скорее в серой зоне, где-то так. Значит, остается Россия как важнейший выход, да? И, естественно, встает вопрос и необходимость более, наверное, активного участия России в инвестиционном освоении, потому что первоначальное накопление капитала, нравится, не нравится, но со времен Маркса мало кто придумал что-то другого. Да? Либо это дотации, либо это инвестиции. Дотации – это то, что называется проесть. Это когда тебе, так сказать, рыбу дали, но лучше удочку, да? Инвестиционное присутствие. Инвестиционное присутствие, и возникают старые раны, старые фобии. Наверное, в Москве, может быть, многим кажутся они несущественными. Ну, понятно, там Россия придет с инвестициями, с какими-то проектами, она не собирается там колонизировать кого-то, насаждать там дух белого человека и так далее. То, что в Москве кажется, в общем, совершенно очевидным, да, мы этого не собираемся делать, да, там, играть роль империалиста. В обществе, которое пострадало от войны тяжелой, да, мы часто, вот опять же, говоря о войне 90-х годов,
Нам иногда кажется, что надо уже закрыть эту тему. Но она не закрывается, потому что 3% абхазский народ потерял. Маленький народ. 3% это много. Когда я выступал в свое время в американских аудиториях, я говорю, вот представьте, потери абхазов примерно сопоставимы с потерями, которые Штаты понесли в гражданскую войну. А во всех войнах, которые американцы вели, они потеряли меньше, чем в одной гражданской. Тогда они начинают призадумываться, да, смотри как. И к чему я это говорю? То есть маленький народ, есть определенные опасения. А вдруг это будет как в прежние времена? Естественно, такой вопрос возникает. Хорошо, а вот в России есть этнические грузины тоже. Они же обладают российским паспортом. Мы же не можем сказать, что гражданин Чевадзе имеет меньше прав, чем гражданин Иванов. Не можем. Равные права и так далее. Опасения. Вдруг вот такая будет грузинизация через российское уже поле. Один момент. Момент, связанный с тем, вот будем мы большинством, не будем. Называется вот в вашей литературе, это в ваших медиакругах, проклятие 17%. Да? Ну, понимают люди, о чем говорю. Да? В Абхазии понимают, в России не понимают. Опять же, потому что понимает ограниченное количество людей. Да? Асимметрия восприятия, повторюсь, это проблема системная. Значит, в этой ситуации есть какой путь? Есть путь либо, так сказать, пытаться форсировать эти процессы очень быстро, либо пытаться все-таки, понимая озабоченности одной и другой стороны, как-то двигаться вперед. Потому что у России есть абсолютно вот то, что называется, свои резоны и своя правда, да, когда говорим, если мы выделяем средства, если мы делаем дотации, кредиты, инвестиции, мы тоже на что-то должны претендовать. Это как бы азбука, это не Россия это придумала, потому что там плохая Россия, да, любой другой, в общем, примерно так бы и выстраивал. Есть другая логика, и здесь есть свои резоны и своя правда. Подождите, нас мало, есть некоторые этнические особенности, есть наши особенности истории. Мы хотим максимальной прозрачности, мы хотим максимальной аккуратности в этом, деликатности, если удобно, да, если угодно. Когда наши, пусть даже фобии, хорошо, как-то принимаются в расчет. С ними нужно как-то работать, да, то есть процесс какой-то терапии должен быть. Вот мне кажется, если удастся найти эти подходы, и гармонизировать эти подходы. Необходимость прихода России, необходимость инвестиций, если угодно определенной глобализации, через Россию опять получается. Потому что без этого не получится. Без этого Абхазия, она и застрянет вот в этом вот состоянии, то, что называется, не то, что ни мира, ни войны, ни развития, ни стагнации, ни то, ни сё, да, вот ситуация должна быть. Но, повторюсь, учитываться особенности, конечно же, должны. Особенности есть. Во многих странах есть, например, такая вот борьба геополитических векторов. Вот мой коллега, теперь он большой человек в молдавском правительстве, уже мы так активно не общаемся, он говорил, вот у нас конкуренция не политических, а геополитических партий. В этом есть определенный резон. Да? Часть партий говорит, надо с Западом, часть говорит, надо с Россией. Вот в Абхазии этого нет. Я понимаю, что иногда в каких-то инструментальных целях используется термин вот эти силы антироссийские, но в реальности, если мы послушаем любого представителя власти, власть, понятно, она будет поддерживать Россию, это ясно, но и оппозиция тоже. С оппозиционерами я тоже общался и так далее, многие, общаюсь, говорят о том, что а куда мы без России? Мы бы не самоопределились без России, мы бы не смогли развиваться без России, но есть определенные нюансы. И вот еще одна важная особенность, о которой я хочу сказать. Абхазия – это республика с очень с высоким уровнем конкурентной политики. Многие страны, даже признанные, могут позавидовать уровню демократизма абхазского, вот отсутствию большой дистанции между властью и простыми людьми. Зайти здесь, в принципе, в приемную первых лиц довольно просто. И не потому, что я гость из МГИМО, я поэтому зашел и так далее. Я знаю, что и людям, которые... Да, абсолютно, да. Здесь власть очень близка, она доступна. И здесь происходит, я это называю, круговорот власти и оппозиции в природе, да, в Абхазии точнее. Когда многие люди, которые находятся сейчас в оппозиции, когда они были во власти и продвигали, можно вспомнить, например, сюжет, связанный с документом 14-15 года, вот эта вся история, документ
документ о стратегическом взаимодействии и партнерстве между Абхазией и Россией. Ведь даже терминологически он отличается от похожего документа в Южной Осетии. И принимался он сложнее. И были моменты протестов. Теперь те люди, кто тогда протестовал, они фактически сегодня во власти. Да? Они говорят о необходимости решения имущественных вопросов, так сказать, с учетом российского особого интереса. Да? И вот те люди, кто был во власти сегодня в оппозиции, они за то же самое, в принципе, критикуют власти. Можно вспомнить другой сюжет, знаменитый сюжет, связанный, долгоиграющий сюжет в абхазской политике, Гальский район. Вот грузинское население или мигрельское, как называют население, как должно голосовать, как списки должны составляться, какие права по гражданству и так далее, уровень интеграции. Было бы это, может быть, там 1000 человек, не была бы это значимая проблема, опять много, да, вот. А вдруг перевес будет, а вдруг вот это проклятие 17%. И часто бывает, когда власти выступают за то, чтобы решить интеграционный вопрос, оппозиция говорит нет категорически, потом они меняются местами, и, в общем-то, та же самая риторика. Теперь вчерашняя оппозиция во власти говорит надо, а те, кто вчера говорил, что надо, сейчас говорят не надо. И это вот такие важные особенности, которые, мне кажется, нужно знать. Сергей, я бы хотел сейчас поговорить и о другом аспекте. Вот в риторике наших политиков достаточно часто звучит тезис про союзное государство. Тем более он стал актуализироваться после последние 2,5 года, когда уже сильные геополитические изменения пошли, связанные там с Украиной и так далее. И вот этот тезис присутствует, но, в общем-то, дальше вот какого-то развития нет. У российских политиков тоже периодически я этот тезис слушал. Он и раньше присутствовал. Давайте включим там в союзное государство Абхазию, там Южную Осетию и так далее. Но это было там, может быть, до украинских событий. Сейчас, в общем-то, этого нет. Насколько вообще эта идея присутствует, допустим, в кремлевских кабинетах, вообще вот в этом политическом бомонде, который думает о перспективах создания вот таких проектов? Совершенно согласен сходу с тезисом о том, что украинская ситуация, перерастание, скажем, украинского военно-политического кризиса в СВО, потому что я не считаю, что началось все в 2022 году, да, ситуация гораздо более ранняя. И даже не 2014 год, апрель, когда так называемое АТО украинцы объявили в Донбассе, а события Евромайдана – это системная вещь, то есть кризис, переросший в СВО. Он на многое повлиял, на многие подходы. В частности, я бы обратил внимание, что российская политика и политика западная тоже стала более холистичной, если так можно сказать. Что значит холистичной? Она стала меньше учитывать нюансировку. Раньше у нас был такой механизм с Западом, назовем его соревновательного сотрудничества. То есть по Абхазии не сходились. Да? Более того, Конгресс США в свое время в 2011 году решением и республиканцев, и демократов, двухпартийным решением признал Абхазию и Южную Осетию оккупированными территориями. Здесь не было сходства. А, допустим, по карабахскому регулированию Минская группа ОБСЕ работала, несмотря на 2008-2014 год, работала и, в общем, были подходы. Да? Сейчас западники уже забывают, что, например, трехстороннее заявление, которое было в 2020 году, 9 ноября, оно же было поддержано, в том числе западными странами. Сейчас вообще это выглядит не научной фантастикой, но когда был запущен брюссельский формат переговоров по карабахскому регулированию, дважды, я это специально отслеживал, и Макрон, и Мишель звонили Путину и пытались сопрягать российское участие с брюссельским форматом. Вот сейчас такого, знаете, селективного соревновательного партнерства уже нет. Есть понимание угрозы. Они говорят, что Россия – это угроза для Европы. Мы говорим, что Запад – это угроза для российской вообще стратегии, да, для российского экзистенциального существования. Стремление нанести России стратегическое поражение – это просто открытый вызов, и Москва этому всячески сопротивляется. Поэтому многие сюжеты
стали восприниматься, может быть, с большей эмоцией, с большей подозрительностью. Если раньше вот в эти нюансы пытались вникать, сейчас, может быть, в них меньше вникают. Это не хорошо, это неплохо, да, я не к тому, что вот я сейчас готов обвинять или что-то, так сказать, кого-то. Я как эксперт, да. Такие реалии. Это реалии, да, в них вот приходится действовать, в них приходится работать, да, тут здесь градус вот этих эмоций, он больше, он выше. А что касается союзного государства, ну, здесь многое ведь зависит не только от Москвы. Да? Союзное государство у нас – это союзное государство России и Белоруссии, конечно. Белоруссия, вот если говорить так… Так и называется, союзное государство. Да, Россия и Белоруссия. Россия и Белоруссия. То есть Абхазия там каким-то боком как-то… Ну, время от времени обсуждался вопрос расширения этой платформы. Вот опять я вспоминал здесь Молдавию. В 2000 году Владимир Воронин пришел к власти и… Открыто они говорили, что Молдавия станет третьей страной. Но сейчас вообще это очень далеко от реальности. За 20 с лишним лет поменялось слишком много. Да? И это не реальность. А здесь ведь многое зависит от белорусского руководства. И вот если говорить о Белоруссии, конечно, среди стран не просто СНГ, а даже ОДКБ, Белоруссия, наверное, повела себя как самая пророссийская. То есть и территория была предоставлена, в том числе для военной инфраструктуры, и поддержка России на внешнеполитическом векторе, так сказать, делается, и санкции против нас вместе с белорусами. Да, вот. И это тоже, кстати, такое укрепление на негативной основе идентичности, да, против вместе вводят санкции. И может действительно возникнуть идея, что вот Россия с Белоруссией сблизились так, как никогда. И вот, может быть, сейчас откроется окно возможностей, да, для Абхазии и для Южной Осетии. Но Минск не спешит. Да, мы знаем вот такую тактику очень аккуратную Александра Григорьевича. Опять же, его отношения с Абхазией серьезно улучшились и продвинулись. Но не было такого, поправь, если я не прав, но чтобы он приезжал в Абхазию лично, не присылал там какую-то парламентскую делегацию, а сам приехал. То же самое представители Абхазии, насколько я понимаю, Аслан Георгиевич был тоже в Минске, да, и встречались. Но, тем не менее, вот некий последний, так сказать, абзац, да, который вот должен поставить точку, да, в этом вопросе, он не подписывает, да, не произносит. И сохраняет определенное пространство для маневра. Это вообще, конечно, такого политический эквилибриум высочайшего класса, но, тем не менее, он делается. Почему опять? Здесь есть и вполне прагматические причины. Вот приехав в Абхазию, он обязательно оговорился, да, что вот это не значит, что я с Грузией не дружу. Вот сразу была оговорка сделана. Ну, во-первых, Грузия и партнер важный с точки зрения торговли. Да, продукция белорусская туда отправляется, это определенный бизнес и так далее. Здесь ничего личного. Стремление сохранить какое-то пространство для маневра, да, поднять какую-то свою капитализацию и так далее. Но сама по себе идея союзного государства, не как государство, как Советский Союз было, да, а государство скорее конфедеративного образования. Я, насколько знаю, в Абхазии пользуется популярностью, да, про эту идею говорят. Есть, конечно, те, кто говорит, там, не пяди суверенитета, и не за то боролись и так далее и тому подобное. Вот. Но подчеркиваю, что даже те, кто выступает с такой вот, условно, национал-патриотической позиции, он не говорит, что российский вектор нам не нужен. Вот повторюсь, здесь нет борьбы геополитических векторов. Ты скажешь, хорошо, а может через 5 лет будет. Будет, поговорим, да, будет предмет для разговора. Пока я вижу, что есть попытка, так сказать, побороться за российский вектор. Ведь та же самая оппозиционная, да, группа, люди и портреты Путина, так сказать, выносят, да, и голосуют, и были призывы голосовать именно за действующего президента. То есть я вот здесь такой антироссийскости не вижу, по крайней мере. Касаясь вот этой темы постсоветского пространства, естественно, вот нас очень сильно волнует, да, там Лукашенко отмечал, что он не хочет там, что у него там есть с Грузией все прекрасные отношения, то есть он тоже там делает свои, незримо выставляет свои красные флажки, да, до чего он может, в общем-то, в отношениях с Абхазией дойти, да, торгуем и так далее, налаживаем отношения культурные, с признанием, в общем-то, дает понять, что пока этого не ждите. Но между тем отношения с Грузией волнуют, они волнуют по мере сближения Москвы
там, по разным вопросам с Тбилиси, да, то есть вот этот вектор улучшения отношений, он как очевиден уже последние 2-3 года точно очевиден, да, и сейчас, когда Тбилиси позиционирует себя вот как бы такой, позиционирует свою такую нейтральную позицию по вопросу, по проблеме той, что происходит сейчас между Россией, там, Западом, Украиной и так далее, ну, насколько это возможно. И в абхазском обществе, конечно же, вот как бы возникают вот вопросы, вот у Москвы, там, с Тбилиси все очень хорошо, то есть вектор движется нормально. И всегда есть подозрение, что вот за нашей спиной могут договориться. Тем более наша позиция, она стала менее активной в переговорном процессе. На женевские дискуссии мы как-то совсем... Они и так были вяло текущими, а сейчас вот такое ощущение, что и сама власть как-то слишком она пытается законсервировать вот это все, весь этот процесс, да, там, и, естественно, возникают какие-то мысли нехорошие, да, там, мы маленькое общество, у нас всегда много всяких подозрительных мыслей возникает. И сейчас вот в контексте, вот сейчас в Тбилиси в первом чтении был принят закон об иноагентах, он по-другому как-то называется, но тем не менее как бы сути не меняет. О прозрачности иностранного влияния. Да, иностранного влияния, причем, в общем-то, очень драматично все происходит, и это не неожиданность для грузинской мечты, и для Иванишвили в частности. И вообще как-то это все странно происходит, у них там осенью парламентские выборы, и оппозиция раздроблена, то есть вся власть осенью будет пролонгирована, даже может быть с еще большим функционалом, да, то есть там парламентское большинство там, и так далее, все это вот как бы у них обещано было, и сейчас вот митинги, огромные протестные митинги, и не очень понятно зачем. Я вот со многими грузинскими экспертами знаком, и они сами тоже удивляются, ну, то есть вот мотивации, зачем вот запускать вот этот законопроект. Сейчас он будет в первом чтении, там, кажется, в конце апреля во втором, и там в середине мая в третьем чтении. То есть это вот такая затяжная дестабилизация ситуации фактически гарантирована, и сейчас проходят эти митинги. Но я тоже вот как-то думаю, а для чего? Вот, очень много всяких разговоров таких кулуарных идет, там где-то выплескивается про конфедерацию и так далее. То есть, опять же, и в том числе вот как бы слив был недавно, месяц назад, когда там вице-спикер Вольский встречался там с российским бизнесменом грузинского происхождения Хидашели, где он там говорил, что вот идет какой-то у нас там как бы консультации, какие-то переговоры идут и так далее. И в том числе так он упоминал вот так как вот насчет конфедерации. То есть слишком много каких-то составляющих, которые чуть ли не прямым намеком дают понять, что вот в принципе вот все эти телодвижения нынешнего правительства Грузии и грузинской мечты, они так или иначе связаны с тем, что вот где-то там фигурирует, вот, то есть вот эти все проблемы, они, в общем-то, связаны с тем, что нам что-то там пообещали насчет Абхазии. Это мои какие-то мысли, да? Да. Я бы хотел бы от тебя услышать. Вообще, что это я было? Понял. Ну, не только твои мысли. Я вот начну немножко издалека, потом буду фокусироваться уже на вот этом грузинском блоке проблем. Вчера я выступал в Абхазском государственном университете. Запускается проект совместный между АГУ и МГИМО, моим вузом. И в скором времени, я надеюсь, и ректор наш Анатолий Васильевич Таркунов будет здесь, и
сегодня должны его обращение записать по этому поводу. Был полный зал, и большая часть руководства республики присутствовала на этой лекции, полный зал студентов. И вот девушка одна задала примерно такой же вопрос, как сейчас ты его сформулировал. Ну, не так развернуто, конечно, очень кратко. Она говорит, вот если Россия с Грузией помирятся или, так сказать, произойдет процесс наращивания кооперации, будет ли плохо Абхазии? Вот так она спросила. Я сказал, что, знаете, если все-таки кто-то мирится, вряд ли это будет плохо. Да? Если Россия с Грузией найдут какой-то общий язык, я не думаю, что Абхазия будет среди проигравших. Что все-таки мысль в такой категории игры с нулевой суммой, но от этого надо как-то уходить. Иначе мы, я боюсь, не достигнем какого-то примирения в более широких масштабах. Но несколько важных тезисов, которые ты обозначил. Первый. Я бы поспорил, что все хорошо. Ты говоришь, все хорошо у Тбилиси и Москвы. Процесс нормализации, который был запущен, да, он был запущен с приходом совершенно верно грузинской мечты. Не вчера, не сегодня. Да. После того, как в 2012-м Иванишвили и тогда еще конгломерат разных оппозиционных сил выиграл выборы, потеснил единое национальное движение, пошла нормализация. Она называлась нормализация, прошу прощения, грузинская страна про это говорила, с красными линиями. Красные линии были обозначены. Это были статус Абхазии и Южной Осетии, но с российской стороны НАТО. Это тоже та вещь, которая, в общем, Россию не устраивает. Сказать, чтобы этот процесс шел линейно, нет, нельзя. Можно вспомнить события 2019 года, ночь Гаврилова, так называемая. В чем опасность нынешней ситуации? То, что оппозиционные настроения, они есть. Грузия вообще страна бунтарская. Да? Вот если говорить о постсоветской Грузии. Она вообще началась с митингов. Можно вспомнить и 9 апреля 1989 и так далее. Все эти митинги вначале за Гамсахурди, а потом за его свержение, потом за Шеварднадзе, против Шеварднадзе. И даже внутри грузинская была гражданская война. То есть общество очень поляризовано. При этом, вот не зря 22 апреля, день рождения вождя мирового пролетариата, да, Владимир Ильич говорил в свое время, главное не численный перевес вообще, а численный перевес в столицах. В столицах бунтует в основном молодежь. Молодежь, может быть, даже не связанная с единым национальным движением. Это новое поколение. Оно может нам нравиться, оно может не нравиться. Но это постсоветское поколение, мало связанное с Советским Союзом вообще. Потому что старшее поколение, я когда приезжал в Тбилиси, был неизменный рассказ от таксиста, что он обязательно служил в Подмосковье. И у него была русская девушка. Это практически 9 из 10. В Подмосковье служил, вы классные ребята, ну, конечно, хорошо бы там Абхазию отдать, а так вообще все здорово. Вот так новое поколение уже не рассуждает. Можно сказать, что им промыли мозги. Это отчасти будет правда. Оно и по-русски, кстати говоря, и не говорит практически нового. Совершенно верно. И оно Россию не знает. Понимаете, вот там какой-нибудь Гиви, который возил меня там 20 лет назад, он говорит, я там служил где-нибудь, я не знаю, во Фрязино или где-нибудь там, я не знаю, там под Абрамцево, вспоминает что-то. Для них Фрязино, Абрамцево это что-то такое непонятное. Вот было несколько лет назад программа по линии фонда Горчакова «Российско-грузинский диалог». Я сам видел молодых грузин, которые боялись войти в метро. Они почему-то верят, что в Москве там побьют кого-то сразу, что там банды ходят какие-то с ножами, там медведи с цыганами, я не знаю что, да, но был некий страх. Когда они в метро спустились, они говорят, это же так классно, оказывается, у вас есть и хороший общественный транспорт, и инфраструктура, и вообще здорово, а кого-то в Суздаль повезли, они для себя Россию открыли вообще. Вот. С учетом того, что есть определенный вектор заданности, да, и знакомство с определенным информационным пространством, Россия воспринимается скорее с негативным подтекстом. Закон, про который ты сказал, закон о прозрачности иностранного влияния или внешнего влияния, его так по-разному переводят, ведь это не калька российского закона. Вот если говорить точно, вот у нас говорят в России, ну, всегда склонны там американцев во всем, да, говорят, это ФАРа. Вот тот закон, Foreign Agent Registration Act 1938 года, вот это он. Нет. В 2018 году в Австралии был закон, который назывался, значит, Foreign Influence Transparency Scheme. То есть схема прозрачности иностранного влияния. Предполагается, что компания или неправительственная организация, получающая некое иностранное финансирование, должна регистрироваться. Это не означает стигматизацию политическую, что это какие-то враги, но это обязательство показать свои источники. То есть откройте ваш карман. Да? Зачем вы это делаете? Это политика, у вас политические намерения или намерения там, в общественной сфере, в гуманитарке. Ну, раскройтесь, покажите. Для чего это делает грузинская мечта? Логично или нет?
Но надо понимать логику самого Иванишвили. Иванишвили, который боролся с Саакашвили целый месяц, целый год, прошу прощения. И были там всякие сложности. У Иванишвили был собственный источник финансирования. Он приходил к власти не очень завися от правительственных источников финансирования. Он был как бы в шкуре противоположной. Его хотели даже грузинского гражданства лишать, были все эти вещи. И он хочет, как мне представляется, да, в логике такого бизнесмена, убрать конкуренцию сразу, да, так монополизировать пространство, картельный сговор сделать. Да. То есть вот эти ребята, которые получают западное финансирование, они меня ругают, они меня критикуют. Поэтому я предложу, пожалуйста, раскройтесь, кто вы что, да, кто вы мастера культуры, покажите, что у вас есть и так далее. В расчете на то, что это сработает. Притом у грузинской мечты есть такая вот, так сказать, идеология, что называется, вот мы за простых людей. Вот эти вот там зажравшиеся молодежь, грубо говоря, да, столичная, там жиру бесится. А вот мы вот в целом там, и там за дядю Дато, который там выращивает мамалыгу, и там за какого-нибудь там из Чиатуры, откуда родина бензина Иванишвили, там шахтера и так далее. Мы вот и за простых людей тоже, за такую вот ядровую настоящую Грузию. Эти вещи продвигаются. Сказать, что все просто в отношениях с Москвой, не скажу, потому что, ну а что, разве натовский или европейский приоритет сняты официально? Нет. Я больше того скажу, наверное, то, что второй заход был в продвижении законопроекта, первый-то был в прошлом году. Кстати, его не грузинская мечта первой внесла. Есть такое движение «Сила народа». Оно откололось от грузинской мечты. Это те же самые мечтатели, но которым можно было чуть больше. Например, они могли покритиковать посла США, скажем, ни Иванишвили, ни его окружение этого делать не могло, не хотело. Запад они могли покритиковать побольше. Ну, как бы такие немножко отмороженные, да, вот они внесли этот проект, его заблокировали. Первое чтение он прошел, потом митинги убрали. Дальше, обращаю внимание, как бы, следите за руками, да, то, что называется. В декабре Европейский Союз принимает решение о предоставлении Грузии кандидатского статуса. А мы знаем, что для Европейского Союза признать свои ошибки – это не самая такая лучшая черта. Да? Известный британский политолог Ричард Саква говорит о таком демократизме. Вот как был научный коммунизм, есть такой научный демократизм у западных стран, у ЕС. Вот приняли, вроде как бы признать, что это мы сделали ошибку, а тогда это получается Россия выгодоприобретатель. А этого нельзя. Я говорил, да, вот этой холистичности, которая ее стало больше. И поймав вот этот драйв, смотрите-ка, у нас уже кандидатский статус есть, мы уже продвигаемся. А попробуем-ка мы решить внутреннюю проблему прежде всего. Ведь закон об иностранном влиянии – это не потому, что так любят Россию, Иванишвили и компания, что это вот их любовь к Путину. Не в этом дело. Они решают чисто свои задачи. Задачи пролонгации пребывания у власти, задачи минимизации оппозиции, ее дискредитации, демонстрации того, что оппозиция без западной поддержки – ничто. На самом деле за ней никто не стоит, и ничто не стоит, никто не поддерживает. Вот, собственно, тот набор задач. А вот дальше, допустим, мы берем вариант, что протестная активность сходит на нет. Ведь интересно то, что люди, которые в Тбилиси бунтуют, критикуют, они часто ведь с национальным движением не связаны. Это просто, ну вот новое поколение, да вот оно такое, к нему куча претензий. Но люди, которые видят несколько иначе ситуацию. И, кстати, интересно, вот было пару дней назад обращение председателя партии «Грузинская мечта» и бывшего премьера в недавнем прошлом Ираклия Гарибашвили, который сказал, что вот молодежь, она чистосердечно, так сказать, выступает. Это, ну, мы понимаем, да, там недовольство. А вот эти все партийцы профессиональные, такой коллективный Саакашвили, скажем так, этим вот в случае чего и дубинки. Да? Ну, он не сказал так открыто, но намекнул, что будете закон нарушать, политизировать все эти вещи, придет возмездие. Такой более чем прозрачный намек был сделан. То есть попытка немножко как-то разделить определенным образом. Но ведь, повторюсь, можно, если мы посмотрим на первую волну нормализации, там ведь и боржоми, и вина, и цитрусы пустили на российский рынок. И туристы наши поехали. И авиасообщение было. И все вроде бы шло нормально. Ночь Гаврилова к чему привела? Оппозиция стала говорить, что власть пророссийская, власть для того, чтобы сказать, нет, да смотрите, мы же на самом деле так патриоты. Начала патриотический маховик раскручивать.
позволять себе русофобские высказывания, откатилось все назад. Да? Авиасообщения убрали. Сейчас восстановили в прошлом году, да, убрали Грузию из списка недружественных стран. А Грузия стала заявлять о том, что не готова все санкции поддерживать против России, что там второй фронт не хочет открывать и так далее. Но в любом случае, повторюсь, это измерение нелинейное, потому что дальше встанут какие-то вопросы. Там, а вы, господа, так сказать, с НАТО или с Европейским Союзом, или все-таки вы отстраиваетесь? А концепция нейтралитета? Я не уверен, что вот без решения этих вопросов вообще к Абхазии даже приступят. Вот как бы завершая такой мой затянувшийся монолог. Вот не решив эти базовые вещи, потому что это будет опрометчиво, как минимум. То есть за какими-то, вот как покойная бабушка моя говорила, за 7 верст киселя хлебать. Да? Еще непонятно, что там Грузия, как будет выстраивать свою линию по безопасности, по внешней политике. А мы скажем, да берите Абхазию. Да? Мы в нее вложили, мы ее укрепляли, мы ее развивали, а сейчас скажем, да не надо. То есть мы и там, получается, не достигнем никаких приоритетов, так сказать, не добьемся никаких привилегий. И здесь уже людей, которые поверили, получается, от себя оттолкнем. Поэтому я не думаю, что подобного рода построения, они как-то имеют основания. Возможно, да, вот опять же, если мы первое лицо нашей страны процитируем, да, Путина, он говорил, если абхазские лидеры и грузинские когда-то договорятся о каком-то варианте, тогда может быть. Вот если по Крыму вопрос закрыт с точки зрения Москвы, эта тема уже не в публичном пространстве не обсуждается, то здесь такая вариативность предлагается. Но для этого нужно как минимум желание грузинской стороны разговаривать с абхазами, осетинами не как с какими-то куклами Москвы, да, не оккупированными там подчиненными лицами, а с реальными партнерами по переговорам, раз. Во-вторых, какие-то серьезные хотя бы как минимум коррекции внешней политики Грузии, а не просто вот нормализация, у нас красные линии есть, да, это раз. А потом, извините, эту битву парламентскую еще выиграть надо. Это еще, так сказать, пазл не закрытый совершенно. Хорошо, перейдем от Грузии к более такой широкой теме по Южному Кавказу. И это началось, опять же, не 2 года назад, а чуть раньше, уже почти 4 года, 3,5, да, события в Карабахе, Вторая Карабахская война. И картина на Южном Кавказе, она за этот период сильно изменилась, да, и степень влияния там разных игроков, в том числе и России, потерпели существенную редакцию, да, вот с территории Карабаха сейчас выводится российский миротворческий контингент. Ереван открыто, в общем-то, берет курс на Запад, на Евросоюз, то есть вот как бы активно российские спикеры ругают, не выбирая выражений, да, на ведущих каналах там, и правительство Армении, и вообще всю эту позицию и так далее. Но чувствуется, что очень непростые отношения с Ереваном. И Азербайджан тоже, при том, что с Россией вроде бы все нормально, но явно видно, что, в общем-то, другой партнер – это Турция. Да? То есть картина очень сильно поменялась, да, на Южном Кавказе, по крайней мере, вот в этой восточной части. Вообще, насколько эта тенденция такая уже как бы завершающая, да, вот как бы очередной этап, и вот сейчас как бы все стабилизируется вот согласно вот этому раскладу сил, да, то есть Турция, Россия подвинулась, турецкое влияние, Иран как бы остался опять же при своих, но тоже, как бы, мне кажется, тоже его влияние немного уменьшается. Раньше он все-таки побольше, кажется, влиял. Евросоюз немного сдвинулся в начале войны Карабахской. Сейчас вот пытается отыграться. Да? Насколько вот эта картина может поменяться, или это вообще все-таки как бы вот эта ситуация, она уже как бы начинает обретать какие-то границы? Я не буду начинать анализ свой там с времен царей Леона, Баграта или царицы Тамары, да, я посмотрю на последние 30 лет. И вот если мы посмотрим, 30-35, да, с момента там последних лет позднесоветских, затем распада СССР, это ведь постоянная трансформация.
Если мы посмотрим 90-е, кто для Москвы главный, в общем, челленджер, да? Азербайджан, конечно, не Грузия. Как раз с Грузией вместе когда-то и блокадные действия против Абхазии были сделаны, да? Мы это помним. А дальше позиция меняется, становится Грузия главным проблемным игроком для России. Вплоть до того, что военные действия. То, что, скажем, году в 96-м было немыслимо, в 2008-м это произошло. Опять-таки, вот какие-то пророчества, которые звучали на моей памяти только сколько раз, да, когда российские войска покидали в 93-м году Гянджу, говорили, что Азербайджан потерян для России навсегда. Ну а что делает Ильхам Алиев в Москве, спрашивается, да, 22 апреля, когда он говорит, что Россия одна из основных сил на Кавказе. Понятно, что тут поправки мы делаем на дипломатию, политкорректность. Не зря Ильхам Алиев и МГИМО работал в свое время, так сказать, дипломат хорошего уровня, может, так сказать, красивые слова сказать, все. Но дальше возьмем Грузию. 2006 год. Вывод войск из Халкалаки, ликвидация фактически группы российских войск в Закавказье. Все, Россия навсегда ушла из Грузии. А сегодня мы с вами обсуждаем что? А 2008 России стало меньше или стало больше для Грузии? Вот парадоксально, да? Тут надо думать об этом. Россия очень сильно ослабила свои позиции в Армении. Можно сказать, что вот 89-91, наверное, Армения была чуть ли не главной головной болью с карабахским движением для Москвы, главным раздражителем. В 97-м подписали большой договор, который вообще определил, ну, вплоть до сегодняшнего дня, до последних нескольких лет, определял стратегический ландшафт на Кавказе. Поэтому говорить о том, что все неизменно. Вот сегодня мы можем опять сказать, смотрите, Армения чуть ли не главный партнер, потому что если по количеству высказываний, про которых вы сказали, скорее Армению будут больше критиковать. Азербайджан там критиковали немножко за сотрудничество с Украиной, вот этот аспект подвергался критике. Грузию как-то вывели сейчас вроде бы из критического поля, уже нет такого, как это было хотя бы 3 года назад, 3-4 года назад и так далее. Но тут надо объективности ради сказать, что армянские спикеры по должности и не только, да, там спикер Ален Симонян. В чем не уступают российским? Да, они тоже, да, позволяют себе какие-то не до конца выверенные вещи и прочее. Происходит действительно смена повестки. Почему происходит? Ну, здесь несколько факторов. Первое, действительно, это не вполне оцененная вещь. Мы так вот увлекаемся геополитикой. А меняются поколения, приходят новые люди. Опять же, это неплохо, не хорошо. Да. Пашиняну сколько было на момент распада СССР? 17. Сколько было Армену Григоряну, одному из вот таких главных фронтменов прозападничества? 11. Мэру Еревана сегодняшнему 2 года на момент распада СССР. Это люди, которые вообще немного по-другому воспринимают. И Карабах воспринимают по-другому. И когда они говорят, что вот это бремя нельзя нести, должна быть Армения не старая историческая, вот мы говорили про старые времена, да, не времена Тиграна Великого или там хотя бы Первой Республики, а вот некая такая какая-то вот реальная. Что значит реальная, я не очень понимаю, но про это говорят. Этот момент. Второй момент, конечно, вот в борьбе такой конфронтации Россия-Запад мы часто некоторые нюансы теряем. Вот Турция, она прозападная или нет? Ну, вроде бы да, по многим параметрам. Это страна-член НАТО. Это крупный союзник Штатов. Никуда от этого она не уходит. Да? Там 3 внука Эрдогана имеют американские паспорта. Но при этом Турция ведет самостоятельную игру фактически. По каким-то параметрам не только это Кавказа касается. Это касается и Сирии, это касается и Ливии. Турецкая политика, которая постепенно, шаг за шагом, стала подвергать ревизии принципы ататюркизма, да, которые говорили, что всякое вовлечение в дела бывших османских территорий – это вот такая, так сказать, отсталость, консервация архаики, бремя. Но сейчас это бремя готовы взять. И мы видим, как меняется расклад. Турция на Ближнем Востоке 30 лет назад, это что, сила была? Ее даже не рассматривали в рамках Ближнего Востока, по большому счету. Говорили о Среднем Востоке и так далее. Турция на Кавказе 30 лет назад. Ну, что-то скорее такое вот на уровне спекуляции. А сейчас это реальные вещи. Турция подписывает Шушинскую декларацию с Азербайджаном в 2021 году. Турция стала первой не постсоветской республикой, которая спроецировала силу здесь, на постсоветском пространстве, на Кавказе. Притом и мягкую силу, и жесткую, и дипломатическую, и экономическую. Возьмите зависимость той же Грузии от Турции, вот, кстати.
инфраструктурные объекты, транспортные, инвестиции и так далее. Это же тоже немало, энергетика и прочие вещи. Вот. А роль Азербайджана как некой средней державы. Вот появились претензии Азербайджана не то, чтобы быть малой державой, а державой, пытающейся выходить. Региональной, да. Как это все сработает, это пока еще большой вопрос. Но есть эти претензии. Конечно, и игроки, вот Иран, да, вот как мы Иран назовем, он пророссийский или он прозападный? Ну, точно не прозападный. Назвать его пророссийским тоже в полной мере нельзя. Вот ты сказал, он там где-то уменьшил свое влияние. Но когда он открыл консульство в Капани в Армении, вот это же недавно, это уже в рамках новой повестки. Иран побаивается откровенно вот этого пантюркизма, как они говорят, да, и эту повестку они очень активно, это как бы вот один из элементов, да, мы опасаемся этой ситуации. Страны Ближнего Востока, кстати, некоторые не хотели бы очень сильного усиления Турции, это Египта касается, это касается и заливных держав и так далее. Мы видим, как страны, которые там, 15 лет назад их так через запятую упоминали в кавказском контексте просто для приличия, чтобы показать, не придать немножко, так сказать, надуть важность кавказского региона. Вот сегодня, например, Индия. Это же важнейший партнер Армении с точки зрения оружия. Да? Этот рынок вооружений Индия активно осваивает. Понимая, что Тюркский альянс – это еще и союзник Исламабада, и надо как-то какие-то контрмеры принимать. Китай, опять же, Китай и Грузия. Третий партнер Грузии и Китай, на секундочку, да, страна, которая сняла визовые ограничения. Ведь один пояс, один путь без Кавказа-то не построить. Великий шелковый путь, да. Конечно, без Кавказа это нереально. И, конечно, китайская дипломатия обращается к Кавказу более активно. Не так, конечно, как это происходит в Центральной Азии, где там уже Китай основательно утвердился. Но, тем не менее, опять же, 5, 6, 10 лет назад китайское влияние было гораздо меньшим. То есть Кавказ становится таким довольно сложным пазлом. И, кстати, между прочим, по поводу Запада. Я помню, что многие мои коллеги, я не буду по этическим соображениям там ни с кем заочно спорить, можно это в очном режиме сделать. Но в 2020 году, когда свершилась Вторая Карабахская война, и, в общем-то, выглядели главными бенефициарами Россия и Турция. Россия – это соглашение, Турция – поддержка Азербайджана, мониторинговый центр и так далее. Многие тогда говорили, все, теперь только евразийские державы все будут решать, Запад – это полный упадок. Франция и Армения – это полный упадок. А Соединенные Штаты, которые пытаются перетянуть одеяло на себя с точки зрения мирного процесса, там, вопросов демаркации, Запад пытается вполне себе свои позиции продвинуть. На мой взгляд, опять же, это не потому, что у меня паспорт красный, я говорю это потому, что я не вижу, как Запад станет более надежным партнером Армении, чем Россия. Потому что, во-первых, все страны, вот Ереван говорит, мы вот как бы диверсифицируем, мы не только с Западом, мы вот и с Индией, и вот с Ираном немножко. Так сам Иран не хочет, чтобы западное влияние усиливалось. То есть Ереван, который пытается выстроить систему ухода от конфликтов, он их еще привлекает. Потому что отношения с Европой, усиление европейской связи – это и мониторинговая миссия на границе, это и переговорный формат и прочее. Да? У Ирана это вызывает изжогу, это не только у России вызывает. А Индия, Индия решает свои вопросы по Пакистану. Франция, французская компания Total перестанет покупать азербайджанскую нефть завтра? А Греция, которую видят в качестве партнера, она что, с Турцией поругается и прекратит вот этот процесс нормализации, который у них стартовал год назад весьма активно? Тоже нет. Общий вывод. Мы живем в ситуации, когда пазл стал сложнее, стал труднее. Для России появилось много новых, скажем, и возможностей, и вызовов тоже. Мы видим и внутри самого региона перемены, и внешние игроки стали активнее. Вот это важный момент. Вот в этом контексте, в контексте там, широкого интереса, не галочного, не ради галки, а и других игроков, которые, в общем-то, реально
раньше не присутствовали, но сейчас активно продвигает свои интересы. И в контексте вот этой сильно меняющейся ситуации на Южном Кавказе, насколько вообще просматриваются перспективы Абхазии вот как-то присутствовать в этом сотрудничестве? По крайней мере, сейчас это вот смотрится вот как бы Абхазия как некий отрезанный элемент, он так больше к России, не более там у него там свое автономное складывается там российско-абхазские отношения, но она, в общем-то, выключена из этого пространства южнокавказского. При том, что, опять же, там куча игроков, которые там вроде бы к региону никакого отношения не имели, но уже начинают подтягиваться. Да? Есть много перспективных проектов, идей, интересов и так далее. Но, опять же, сейчас очень много все сильно меняется, но вот Абхазии пока как бы здесь не видно. Есть ли какая-то перспектива в этом? И будут ли какие-то условия для этой перспективы? Ну, я, во-первых, первый тезис хотел бы обозначить. Мне не кажется, что перемены ради перемен – это важно. Потому что есть какая-то фетишизация перемен. Ну, понятное дело, что абсолютной стабильности нет, она только на кладбище бывает. Вот умер человек, и все, стабильно он уже умер. Ну, если только даже аргументы про душу, да, это уж такие теологические. Да, вот разве что. Но в любом случае какие-то перемены происходят всегда. Но я не считаю, что любые перемены – это замечательно. Да, вот если ты говоришь, там, вот Абхазия немножко в стороне от каких-то маршрутов геополитических конфликтов, так и слава богу, если она станет средоточием этих конфликтов, в общем, мало никому не покажется, и вряд ли это хорошо. Да. Вот. Что касается экономических вещей, я не вижу, честно говоря, какого-то альтернативного варианта, кроме России. Опять, здесь так исторически сложилось, вот в этой ситуации. Я знаю, что некоторые, вот особенно там молодые, говорят насчет Турции, вот Турция нас признает, но Турция, которая туристическим бизнесом занимается уже десятилетиями, у нее наработаны там в этом смысле связи, создавать своими руками себе конкурента, ведь если все будет признано, если, так сказать, какие-то вопросы с серыми схемами куда-то уйдут и так далее, ну так Абхазия еще может много очков дать, как важный курортный хаб и так далее. Я не уверен, что Турции это очень надо. Для России Абхазия крайне важна с точки зрения и геополитическое Черное море, да и экономическое тоже. Это та ниша, где люди могут отдыхать, это важная ниша культурная, это не просто, так сказать, слова, да, это важная вещь, потому что вклад вот небольшой этой республики в общекавказскую, в общероссийскую, скажем, в широком смысле культуру важен. Поэтому думаю, что этот вектор будет, наверное, безальтернативным. Проблема только в том, как сделать вот этот вектор, повторюсь, безальтернативный, сделать более, может быть, эффективным, придать этому больше содержательности, да, чтобы республика смогла развиваться. Ключевое слово «развитие». Чтобы она не оставалась вот в каком-то таком ситуации постоянного преодоления последствий войны и так далее, а чтобы были какие-то импульсы даны. А вот эти импульсы будут даны, если, повторюсь, разное общество, оно разное абхазское общество, сумеет договариваться. Да? Не по принципу «я вот этого не хочу видеть, а этот вот там негодяй, а с этим я разговаривать не буду». А вместе общими усилиями выработают какие-то компромиссные фигуры, которые устроят и само общество, и Россию тоже. И тогда, мне кажется, дело двинется вперед. К сожалению, наше время не безгранично, тем более время у Сергея. Да, он любезно нашел время поговорить с нами. Сергей, большое спасибо. Я напомню нашим зрителям, что сегодня в гостях у нас был известный российский политолог, эксперт, очень человек, владеющий предметом, знающий очень много и про Абхазию, и про наш регион, и вообще про постсоветское пространство. Сергей, большое спасибо. Спасибо за приглашение. Смотрите нас на YouTube-канале «Чегемская правда», смотрите нас на странице «Чегемская правда» в Facebook, на сайте газеты chegem.su, возможно, на телеканале «Абаза», пока я еще не знаю, точно или нет, но, надеюсь, покажут. До свидания, до новых встреч.